Добрый день, уважаемые зрители. Так, ну, в 2022 году на базе Главного управления уголовного розыска МВД, а также ГУВД города Бишкек, на базе управления уголовного розыска были созданы два отдела по борьбе с киберпреступлениями. Да? Эти отделы занимаются теми преступлениями, которые имеют свою определенную специфику. Да? На сегодняшний день наши отделы занимаются такими видами преступлений, как мошенничество с банковскими картами, мошенничество с криптовалютой, фишинг, да, такие преступления. То есть вот эти виды преступлений, то есть онлайн-казино, да, то есть незаконная организация незаконной игорной деятельности, распространение детской порнографии. Вот это все входит в нашу компетенцию. И на сегодняшний день вот эти отделы как раз-таки ведут эту работу. А у вас есть данные, из каких стран звонят мошенники и обманывают наших граждан? Ну, на сегодняшний день в ходе нашей работы определенные страны назвать сегодня, наверное, трудно, но мы хотим сказать, что эти звонки идут из дальнего и ближнего зарубежья. Да? Есть ли успешное взаимодействие с коллегами из других стран по задержанию мошенников? Да, вот хочется отметить момент один. Вот, в 2023 году было проведено совещание в городе Москва, где собрались руководители криминального блока стран СНГ. На данном совещании обсуждались вопросы тесного взаимодействия, обмен опытом между стран СНГ, да, между ведомствами, которые занимаются именно киберпреступлениями. И вот буквально в этом году Россия по инициативе белорусского управления по борьбе с киберпреступлениями совместно с российскими коллегами, а также с нашим главным управлением была пресечена транснациональная группа, которая занималась как раз-таки вот мошенничеством с банковскими картами. На сегодняшний день было задержано более 60 участников организованной преступной группы, которые были привлечены согласно законодательству страны Российской Федерации Республики Беларусь. Сейчас в этой части работа продолжается. Создана следственно-оперативная группа, которая работает, продолжает работу. И этот опыт показывает, что есть взаимодействие между странами. Цыганская почта, то есть это, так сказать, неофициальные переводы, то есть неофициальные курьеры, которые не имеют определенной точки базирования, то есть фирма либо что-то, то есть передача денег, допустим, человек может, дабы не показывать, допустим, свои доходы, человек может прийти в обменное бюро, обратиться и сказать, мне надо, допустим, перевести куда-то деньги за рубеж. Соответственно, совершаются звонки, то есть с другой страной, и договариваются, там, подойдет к вам человек какой-то, я здесь получил такую-то сумму денег, там необходимо выдать такую-то сумму денег. В части мошенничества мошенники используют эти схемы для, допустим, перевода каких-то похищенных денежных средств, либо каких-то краденных товаров, передачи. То есть цыганская почта — это неофициальная такая курьерская служба, денежные переводы такого плана. Да, вы правы. В основном международные мошенники берут данные с Даркнета, также из открытых источников ОСИНТ, где размещают объявления, анкетные данные. Также в социальных мессенджерах берут личные данные наших граждан. Хотел бы обратиться к гражданам, чтобы не использовали банковскую карту третьих лиц, так как цифровой след остается.
Сколько фактов телефонного и банковского мошенничества зарегистрировали органы внутренних дел с начала 2024 года? За отчетный период по фактам электронных мошенничеств было зарегистрировано и возбуждено порядка 2000 уголовных дел, из которых порядка 1000 составляют телефонные мошенничества, порядка 700 дел интернет-мошенничества и порядка 300 дел интернет с банковскими картами. Также имеются факты мошенничества, связанных с криптовалютой, то есть ввиду того, что интернет-технологии развиваются, соответственно, появляются новые виды мошенничества, то есть преступники стараются идти в ногу со временем. Поэтому В ходе проведения обысковых мероприятий был изъят симбокс и был задержан гражданин иностранного государства. В данный момент проводится следственно-оперативное мероприятие по установлению других лиц, причастных к данному преступлению. Сейчас пока идет следствие, да? Да. Мгм. В январе 2024 года был наплыв телефонных звонков, стационарных телефонных звонков, где пострадали наши граждане. По данным фактам был создан следственно-оперативная группа из числа наиболее подготовленных сотрудников. Была пресечена и раскрыта преступная группа в количестве 6 человек. Данные граждане были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В данный момент проводится дальнейшее следственно-оперативное мероприятие и следственные действия. По данному факту было зарегистрировано 1427 фактов, из них ущерб 48 миллионов примерно. Возмещенный ущерб 20 миллионов 658 тысяч сомов. Тема актуальна, так как большинство наших граждан используют абонентские номера, которые не существуют. Сначала регистрируют, после регистрации они используют в WhatsApp мессенджеры. После долгого использования они физически-то не используют абонентский номер. Спустя некоторое время она сгорает. И мошенники мониторят, подбирают при подборе, устанавливают то, что абонентский номер используют в WhatsApp, а на самом деле физически не используют. В таких случаях абонентские номера они покупают, восстанавливают WhatsApp и сбрасывают WhatsApp, который используют наши граждане. При входе они запрашивают доступ. Паспортные данные можно отправлять своим знакомым, неизвестным лицам данные нельзя отправлять, так как они могут использовать данные в преступных целях. То, что могут разместить, то, что является владельцем квартиры, которые сдаются в аренду. Ну, если взломали аккаунт, наверное, немедленно надо заблокировать аккаунт, наверное, в первую очередь, да? Сообщить в службу поддержки. Но нужно не поддаваться на те уловки или те манипулирования со стороны мошенника. Нужно чуть соблюдать спокойствие, скорее всего, да? Сообщить в правоохранительные органы, наверное, о таком случае, чтобы органы незамедлительно могли принять соответствующие меры. Да? И, также нужно что? Сообщить провайдеру, своему сотовому оператору, да, о том, что есть такой факт. Да? Также сообщить своим знакомым о том, что его взломали, и необходимо предупредить всех своих знакомых, что, возможно, будут какие-то рассылки с его адреса. Поэтому эти факторы нужно в первую очередь соблюсти. Да? К вам в отдел уже обращались с такими? У нас есть такие факты, да. Обращаются люди, что отправили то или иное сообщение с твоего. В этой части работа ведется, да. Конечно, чуть сложновато, но она ведется, да.
Ну, травля, она присутствует не только, я думаю, у нас в стране, да, она есть в других странах тоже, да, травля существует такой этот, но ответственность какая наступает на сегодняшний день? Если будет последствия тяжелые, конечно, она будет уголовная ответственность согласно нашего законодательства. Но мы бы хотели сказать, что родители должны работать со своими детьми, да, общаться, то есть проявлять интерес к ребенку, когда необходимо спрашивать интересы своего ребенка, да, то есть жить с ребенком, да. На сегодняшний день у нас просто так складывается ситуация, что дети по-своему, родители по-своему, да. Из-за этого мы не можем понять, да, чем ребенок занимается, с кем он в соцсетях общается. Это на сегодняшний день очень опасно, да, потому что есть моменты, когда ребенка могут вербовать, да, через социальные сети, в тех же онлайн-игрушках, которые вот играют дети, да, тоже происходит вербовка, да. Те же вот эти, помните, «Синий кит» и игры, да, когда детей заставляли совершать суициды, определенные манипуляции. И сейчас создаются новые какие-то схемы, да, вот этими как бы сказать, преступниками, которые создают новые какие-то схемы для детей, то есть пытаются создать, да, во всяком случае, чтобы манипулировать детьми, да, либо запугивать детей, да, тот же шантаж. Если ты не скажешь мне, например, ту же банковскую карту своих родителей или там еще что-то, да, в отношении своих, и какую-то личную информацию о родителях, да, то я проведу те или иные определенные манипуляции, да, с детьми, да, то есть всячески пытаются детей запугать, да, поэтому мы бы хотели бы призвать родителей, то есть проявлять больше внимания к своим детям, чем он занимается, чем он увлекается, да, акцентировать больше внимания на детей, да, и на их интересах. В данный момент участились случаи, где несовершеннолетние дети, также студенты определенных вузов через телеграм-канал «Заработок KG» находят работу, где они открывают банковские карты третьих лиц, собирают и через онлайн дают доступы. Хотел бы обратиться, чтобы родители следили, откуда берут денежные средства свои дети и в каких целях они используют. Также хотел бы обратиться, они открывают сим-карты на свое имя, либо на своих знакомых и передают третьим лицам через телеграм-канал. И злоумышленники используют данные банковские карты и сим-карты для осуществления своих злоумыслов. В начале 2024 года оперативниками МВД совместно с ГУВД города Бишкек, с оперативниками, с другими странами, с Нидерландом, также Интерполом был проведен оперативно-розыскные мероприятия в онлайн-пространстве, где в Даркнете размещали порнографические фотографии детей и продавали через Даркнет. Сервер находился в Кыргызстане. При проведении оперативно-технических мероприятий был установлен гражданин и задержан. Также были изъяты компьютеры, стационарные блоки, жесткие диски. Можете озвучить, дети отсюда были или это он откуда перекидывал туда? Граждане других государств, где они собирали и снимали видеоролики, было направлено международное поручение в соответствующие государства. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.